Вода играет важнейшую роль в жизни каждого человека и общества в целом. Она необходима для обеспечения здоровья людей, развития сельского хозяйства и производства. Доступ к чистой воде способствует стабильности в обществе, снижает социальные конфликты и повышает качество в жизни в целом. В связи с недавними сходами большого количества земляных масс на бассейны водоводов в селе Речь, телеканал Галмедиа обратился в санитарно-эпидемиологическую службу Галского района с целью получить разъяснения по вопросам качества питьевой воды. Наши корреспонденты в первую очередь хотели узнать, как часто специалисты проводят анализ воды, особенно в условиях возможного загрязнения после подобных природных происшествий, а также что делать в случае, если вода визуально мутная и загрязненная. Из-за того, что у нас нет полноценной лаборатории, и лаборантка только на полставки, одна лаборантка, это с высшим образованием, мы вынуждены возить питьевую воду из 5 точек каждый месяц, первые числа месяца в Сухуми. Оттуда нам дает специальную официальную данную о качестве воды, и химический анализ, и бактериологический анализ. До аварии у нас не было случая, что вода была плохая. Но если не погода, если вода мутная, то через 3 дня они могут присылать нам ответы. Несколько пересевов они там делают. Это их лабораторные дела. Я не могу это точно вам сказать, какие процессы там идут. Если ПЦР, то могут в тот же день тоже могут. Но это если экстренные случаи, если ЦИТО мы напишем, что это срочно сделать, то вот так и было на скважине, что сделали анализы. По словам сотрудников СЭС, помимо постоянного контроля состава воды в самом городе Гал, который питается централизованно, специалисты выезжают в сельские населенные пункты района. Это связано с тем, что в селах района отсутствует магистральное водоснабжение, и местные жители используют воду из колодцев. Главный бактериолог Галской СЭС Тинатин Джоджу отмечает, что для профилактики даже фильтрованную воду необходимо кипятить перед употреблением. Это простое, но эффективное действие, которое помогает избежать попадания в организм различных бактерий и микроорганизмов. Фильтры – это механическая очистка грубых частиц, находящихся в воде. При замутнении оно может стать прозрачным, но по бактериологическим данным оно не может очистить бактериологически, не может. Даже если не мутная, если очень прозрачная вода, там не проводится хлорирование воды. Поэтому лучше всего воду прокипятить для питьевой цели, чтобы не заразиться, особенно дети и пожилые. При заражении может появиться очень такие серьезные болезни, как дизентерия, как сальмонеллез, аденовирусная инфекция. И вот. Таким образом, несмотря на регулярные проверки и мониторинг качества воды, СЭС рекомендует всем жителям района соблюдать элементарные меры предосторожности, а при возникновении сомнений в качестве воды немедленно обращаться в соответствующие службы для проведения дополнительных анализов. Тея Басария, Александр Хуторов, Галмедиа.